Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рад вас поприветствовать. Мы вновь вместе. У нас в этом году формат встречи такой, как и обычно, но, с другой стороны, условия проведения Олимпиады в этом году довольно заметно отличаются от прошлых лет. По этой причине было бы полезно обсудить вопросы проведения школьного муниципального этапа и еще при этом ответить на все ваши вопросы. Поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы, не копите их к концу нашей встречи. По возможности задавайте по ходу дела. Давайте мы всех, я приветствую еще раз. Можно уже теперь не писать «Здравствуйте», а только задавать вопросы, если вдруг у вас, как говорят, звук плохой. Сейчас будем чуть погромче говорить буду, наверное. Так, сейчас, наверное, слышно хорошо. Угу. Так, все слышно хорошо, отлично. Итак, начинаем. Вы знаете, что этот год у нас отличается от прошлых лет, и это сказывается в том числе на проведении школьного и муниципального этапов. По рекомендации Министерства просвещения в рекомендации по проведению школьного муниципального этапов мы заложили возможность проведения данных этапов с применением информационных технологий. Это, в общем-то, понятно, что возможен вариант выполнения школьного этапа работы даже в домашних условиях. Но и по поводу муниципального этапа здесь есть пока еще неопределенность. Каждый регион выбирает для себя формат проведения Олимпиады, тот, который им подходит. Сразу я хочу сказать, чем же тогда отличие. Конечно, задание для школьного этапа, многие, похоже, регионы решили подстраховаться и проводить школьный этап с применением дистанционных технологий. Это означает, что задания будут походить, вот здесь для образца нужно посмотреть то, что проводил в этом году образовательный центр «Сириус», фонд «Талант и успех». Это пригласительный школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, когда задания были с однозначными ответами. Но для того, чтобы можно было, тем не менее, предлагать участникам Олимпиады строить некие логические цепочки, то можно было поступать следующим образом. И, в общем-то, если среди вас есть составители школьного этапа, рекомендую так делать. Допустим, составить некую цепочку логических рассуждений, и занумеровать их цифрами, и тогда в качестве ответа будет предлагаться число в порядке, состоящее из цифр, которые как раз являются логическими шагами при решении задания. Но в целом это все-таки, тем не менее, однозначные ответы, то есть рекомендуется составление заданий с однозначными ответами. Это не так страшно для среднего звена, для олимпиад с 4 по 6 классы, для начального и начала среднего звена. Посложнее, конечно, в старшем звене, но тем не менее можно проводить олимпиаду. Да, по поводу презентации нет. Да, как говорят коллеги мои, мы не будем унижать вас, обижать вас с презентацией, поэтому я буду говорить вживую. Теперь дальше. Значит, это что касается заданий. Задания для старших классов, там уже несколько сложнее ситуация, и тем не менее даже в геометрии можно придумать задачи, которые для получения ответа нужно сначала разобраться с конструкцией.
И после того, как станет ясно, что какие-нибудь треугольники, например, равны, и тогда достаточно написать одну теорему Пифагора, вот тогда, в общем-то, задача решается. Ну, сразу хочу сказать, вообще, это тенденция последних лет, что и задания школьного этапа, несмотря на то, что в порядке проведения Всероссийской Олимпиады школьников записано, что задания составляются для школьного этапа муниципальными методическими комиссиями, тем не менее, в немалом количестве регионов, в том числе и тех, которые я вот вижу на экране, которые присутствуют на нашей встрече, тоже задания и школьного этапа составляются региональными методическими комиссиями. Это, в общем, очень важно, потому что заметно повышается качество составления заданий. Но я хочу повторить все-таки те обязательные требования, которые предъявляются к заданиям школьного этапа. Это то, что задачи ни в коем случае не должны требовать знания, выходящие за рамки школьной программы, материала, который изучен к соответствующему классу. Но, то есть, к сожалению, это нередко бывает. Вот прошлый год пример, когда в одном из регионов на школьном этапе были предложены задания, ну, там половина из них это были уравнения там, в целых числах. Школьники вообще ни разу такими не встречались. Или же задачи, которые требовали знания теорем из более старших классов. Вот это, конечно же, недопустимо. То есть задания должны соответствовать программе. Кроме того, задания должны быть разнообразны. Какая беда, когда, к сожалению, это проще такие задачи проверять, все задачи например, по алгебре. И там решить уравнение такое, решить уравнение сякое, найти соответствующий член последовательности и так далее. Нет, нужно, чтобы все-таки было разнообразие. Ну и, конечно, обязательно включение заданий логических для начальных этапов Олимпиады, то есть класса с 4 по 6-7, и задачи комбинаторные. Как раз в них несложно подбирать задачи, требующие числового ответа, когда он при этом еще и не угадывается. Задания по геометрии, ну, вот еще раз обращаю ваше внимание, есть пригласительный тур школьного этапа Всероссийской Олимпиады школьников, который прошел в этом году. Вот посмотрите на эти задания и, надеюсь, все будет хорошо. Ну, обязательные требования, которые мы вынуждены повторять каждый раз, это право каждого школьника участвовать в школьном этапе. Никаких не должно быть ограничений, даже если школьник является там, не отличником, то это его неуспехи по усвоению школьной программы могут означать в том числе и просто конфликт с учителем, с педагогом, и этот конфликт не должен переноситься на то, что он лишается права участвовать в Олимпиаде. Ну, теперь давайте перейдем к муниципальному этапу. Если, еще раз повторяю, если будут вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Муниципальный этап, ну, этот вопрос уже решается на региональном уровне. В некоторых регионах с самого начала, даже в августе уже было объявлено, что мы планируем проводить Олимпиаду применением дистанционных технологий. Ну, а в некоторых регионах, в общем, планируют проведение Олимпиады в стандартном формате, тем более, что школьники уже приступили к учебе, и, в общем-то, с учетом просто разведения школьников по параллелям, разное время прихода в школу или позволяет
изолировать разные группы школьников друг от друга, поэтому проведение Олимпиады в очном формате тоже возможно. Ну, правда, конечно, не будем загадывать, может быть, через месяц все будет прекрасно и вообще все ограничения снимут. Ну, будем надеяться на это. В общем, про плохой сценарий я говорить не буду. Вот. Но в любом случае, если и предполагается проведение Олимпиады с применением дистанционных технологий, то все равно большая такая настоятельная рекомендация со стороны методической комиссии. Да, я не представился, Агаханов Назар Хангельдевич, председатель Центральной предметно-методической комиссии Всероссийской Олимпиады школьников. Так вот, тогда, конечно, желательно включение в задание, по крайней мере, 2 заданий, которые требуют построения логической конструкции. То есть, ну, например, одна задача по геометрии и одна задача по комбинаторике. Желательно, чтобы такие задания были все-таки основанные на доказательстве. Докажите, что то-то, то-то. Почему я об этом говорю? Дело в том, что региональный этап Олимпиады, который традиционно проходит по математике в начале февраля, он является отборочным, классификационным, рейтинговым для прохода на заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Таким образом, уровень заданий регионального этапа Олимпиады мы не можем понижать. Ну, для тех, кто хочет познакомиться с тем, каковы задания регионального этапа, вот вы посмотрите, например, в журнале «Математика в школе» регулярно публикуются эти задания, ну, через там 3-4 месяца после прохождения Олимпиады. И там вы можете познакомиться с заданиями и оценить, какова их трудность. Ну и сложность, трудность действительно высокая, потому что мы должны из всех участников соответствующей параллели страны отобрать, ну, условно, там 100-200 человек в параллели. Это означает, что, в общем, задания не могут быть простыми. Ну, и раз уж я заговорил об этом, то, конечно же, на региональном этапе Олимпиады мы стараемся давать задачи, не требующие знаний, выходящих за рамки школьной программы, но, тем не менее, нужно школьнику нужно знать те стандартные темы, которые изучаются на факультативных занятиях. Ну вот теперь я возвращаюсь к школьному этапу, а вот здесь, конечно же, крайне нежелательно давать преимущество тем участникам Олимпиады, которые, скажем, впервые приходят на Олимпиаду, то есть наоборот, тем, кто ходит на кружок, на факультатив и, допустим, изучил какую-то тему, и именно на эту тему дается задание в Олимпиаде. Это неправильный принцип. Нужно, чтобы чтобы все школьники находились в равных условиях. Значит, нужно подбирать задачи так, чтобы они требовали только выполнения некоторых небольших логических шагов. И тогда, то есть задачи, первые, по крайней мере, задачи на уровне заданий со звездочкой в школьных учебниках математики. Ну, а последнее задание, вообще рекомендуется порядка 5 задач, может быть, для 4 класса и 5, там, 4 задач в школьном этапе. Поэтому постарайтесь, составлять, это обращаясь к тем, кто составляет задания, составлять задачи так, чтобы все находились в равных условиях. Ситуация с муниципальным этапом немного сложнее. Почему? Это не потому, что я настоятельно рекомендую готовить, предлагаю давать задачи, требующие обязательно олимпиадной подготовки. Нет, к сожалению, составление заданий олимпиад – это очень сложная работа. И придумывание новых задач – это особый вид творчества, называется задачное композиторство. И тем самым таковых композиторов, как
известно, и в музыке их немного. Поэтому используют нередко составители олимпиад задания, которые уже где-то проходили, встречались, и допускают следующую ошибку, которая, к сожалению, вот, нередко, очень часто встречается, смотрит на длину решения задач. Если решение короткое, то возникают такие казусы, как были в прошлом году в одном из регионов, когда на муниципальном этапе были предложены в старших классах задачи, среди которых была и самая сложная задача исключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, ну и еще парочка задач, которые стояли в вариантах на третьих позициях. Ну, потому что решения были короткие, казалось, что вот она задача простая. Обязательно нужно посмотреть на задачу, порешать самим, не смотреть сразу в ответ в решение, а ознакомиться с заданием и с условием и прорешать. Если получается, значит задача доступна не только вам, но и школьникам, а если у вас не получается, то, наверное, не стоит такую задачу включать в варианты. Вот. Но это вот по поводу составления заданий. Теперь, конечно, важно, тем не менее, раз задача школьная, ну, должны быть, по крайней мере, по школьной программе, это вовсе не означает, что готовить к олимпиадам школьников не нужно. Так вот, что такое подготовка к олимпиадам? Ну, ни в коем случае это не натаскивание там вот на олимпиады, на олимпиадные задания. Я сейчас объясню, почему. Сейчас изменилось восприятие школьниками материалов учебных, и они не удерживают информацию вот в таком же объеме, как их предшественники. Это вот время, значит, информационных технологий и там, словно говоря, клипового мышления и так далее. По этой причине неэффективны становятся методы, применяя методы вот, повторения решений, репродукции. Вот, если раньше школьнику, ну, достаточно способному рассказать решение какой-то задачи, то он, в общем-то, аналогичную задачу сразу распознает и сумеет ее решить, то сейчас может оказаться так, что задача немножко внешне отличается и уже возникают сложности. Так что же делать, как нужно готовить ребят к олимпиадам? Ну, это в первую очередь, скажем так, творческое разнообразие. Нужно показывать, как при решении задачи выясняется ее логическая структура решения, и, следуя этой логической структуре, уже можно решать задачи. Вот. Теперь это такое. Кроме того, для школьника, который впервые приходит на олимпиаду, для него является сильным, вот, так скажем, шоком специфика олимпиадных задач. Они выглядят не так, как школьные задачи обычные, и, соответственно, ему сложно настроиться на решение задач. Для того, чтобы не происходило, по крайней мере, вот, первоначальной потери времени на то, чтобы школьник, значит, оценил, подстроился под стиль олимпиадных заданий, вот, для этого нужно, чтобы он до этого потренировался. Поэтому работа со школьниками, она должна быть устроена так. И тематические какие-то разборы, занятия, ну там, например, там, задачи на принцип Дирихле. Вот полезно, чтобы отработать эту тему, чтобы у школьников уже была ясность, как такие задачи решаются. А с другой стороны, чтобы было и такие разнообразные, прорешение разнообразных наборов заданий. То есть вот одна задача по геометрии, одна там по алгебре и так далее.
Сразу хочу сказать, к чему нужно приучать школьников и какие здесь проблемы. Вот самая главная проблема – это то, что дети, которые впервые, и даже не только впервые участвуют в олимпиадах, у них такой стандарт мышления. Когда я вижу задачу, я должен сразу дать ответ. То есть современные школьники в своем большинстве отучены от размышлений над задачей. То есть вот логика, она не сразу включается. Нужно приучить своих ребят к тому, если они хотят, ну и вы хотите тем более успешно, чтобы они выступали на олимпиадах, это тому приучать, что обязательно требуется подумать над заданием, и когда над заданием подумали, тогда уже можно задачу только решать. А очень часто, просто это вообще стандарт, сразу выдавать ответ. Эта опасность, к сожалению, подстерегает нас, особенно в этом году, поскольку Олимпиада будет с применением дистанционных, ну, в некоторых регионах дистанционных технологий, и поэтому вот этот вот соблазн быстро написать ответ, вот, а обычно заканчивается все тем, что школьник говорит: ой, да задания были очень плохие, я за полчаса все ответы написал. Ну вот, и, увы, значит, дальше результат будет сплошные нули, потому что в первую очередь в математике требуется все-таки рассуждение, построение логической конструкции, сколь бы простой задача ни была. Так что вот нужно, чтобы школьники были готовы к тому, чтобы порассуждать во время Олимпиады. Вот к этому нужно приучать. И кроме того, важно объяснить ребятам то, что рассуждение произвольно взятое почти наверняка будет неправильным. Что обычно все-таки к решению задачи ведет правильно выбранный путь логических рассуждений. Так что вот к этому нужно их приучать, а для этого обязательно нужно прослушивать решение задач. Вот, можно, конечно, попросить выполнять задания в форме письменной работы, но здесь есть вот какая опасность. Опять-таки, школьники напишут только ответы, вот, и понять, почему, в чем ошибка, то ли это просто он арифметическую ошибку допустил, то ли он в принципе неправильно рассуждает, вот с этим, об этом нужно как раз поговорить. А муниципальный этап, здесь ситуация все-таки должна быть сложнее, должна быть, по крайней мере, сложнее. То есть задания ни в коем случае не должны совпадать по сложности с заданиями школьного этапа. Но в соответствии с этим нужно, чтобы уже какие-то включались задания, требующие более глубоких размышлений. Ну, а кроме того, вот требующие знания некоторых простейших теорем, которые помогают решать задачи. Ну, что обязательно нужно, чтобы школьник знал? Помимо стандартных идей четности, да, принципа Дирихле, это то, что, значит, ну и нужны, во-первых, навыки решения задач по геометрии, что подразумевает, например, качественное построение рисунка, соответствующего условию задачи, потому что из рисунка становится понятно. Вопросы задавайте в чат, да, очень прошу вас, потому что так занятие закончится, а я от вас ни одного вопроса не получу, будет плохо. Поэтому прямо сейчас лучше не приветствовать там всех друг друга, а записывать критерии их оценивания. Вот хороший вопрос. Итак, по поводу критериев оценивания. На школьном и муниципальном этапах они сохраняются, те, которые были на протяжении многих лет. Они описаны подробно в
рекомендациях по проведению школьного и муниципального этапов. Эти рекомендации ЦПМК, предметная методическая комиссия, подготовила еще летом, и они разосланы в регионы. Поэтому, значит, по поводу школьного этапа Московской области, по крайней мере в Московской области, а я смотрю, много у нас слушателей в Московской области, задание будет готовить региональная методическая комиссия. Так что задание для Московской области, для школьного этапа не нужно готовить вам. Вот. Теперь продолжаем. Значит, по критериям. Ну, а дальше стандартное рассуждение, то есть оценка работ за правильное решение 7 баллов, неверное 0, и дальше промежуточные баллы в зависимости от того, насколько продвинулся школьник в решении задач. Вот какую, значит, по крайней мере в тех случаях, когда задания будут проходить, решение, за олимпиаду проходить применение дистанционных технологий, задание с развернутым ответом не будет. Вот, много вопросов из Московской области. Проверка заданий школьного этапа будет осуществляться школьным жюри. А по муниципальному этапу, скорее всего, будет проходить так что задания, которые будут, там два задания, которые будут с развернутым ответом, их проверит муниципальное жюри, но будет перепроверка региональным жюри. Скорее всего, будет так. Пока еще это окончательное решение не принято. Значит, может ли итоговая работа на школьном этапе быть оценена выше максимального балла? Ну, вы знаете, сразу хочу сказать, есть традиция у некоторых жюри за качество написания работы, за решение задачи давать дополнительные поощрительные баллы. Конечно же, это вещь я так жестче сказал, недопустимая. Равно как категорически нельзя снижать баллы или в крайнем случае снимать 1 балл из 7. В случае, когда школьник абсолютно правильно решает задачи и только допускает одну арифметическую ошибку, из-за чего у него ответ получается неправильный. Вот. Это не ЕГЭ, еще раз повторяю, Олимпиада не является единым государственным экзаменом. Поэтому тех жестких критериев, которые предъявляются к оценке работ, когда сложные задачи, оцениваемые там, в 3 балла, ну даже 2 балла, маленькая ошибка, и сразу половина балла снимается, это неправильно. Для этого и предлагается 7-бальная оценка работ, вот. Но в том числе, если они будут проходить в дистанционной форме, но в некие, с применением дистанционных технологий. Вот. Ну а в случае, если будут задания с развернутым ответом, то в этом случае, конечно, будут они оцениваться ровно так, как записано во всех критериях. Еще раз повторяю, каждый год публикуются рекомендации по проведению всех этапов Олимпиады, но вот уже есть по проведению школьного муниципального этапа в этом году. Так что надеюсь, что вы хорошо ответил на вопрос. А если дается только ответ, да, это вопрос немножко непонятный, почему ставить 7 баллов, если ответ правильный или неправильный. Знаете, пусть будет 7-бальная шкала, я объясню почему. Значит, и отвечу на ваш вопрос. А почему так? Потому что может оказаться, что неправильный ответ, он близок к правильному. Например, условно говоря,
нужно посчитать, там, скажем, в 4 классе, сколько столбов от такого-то пункта до такого-то, и школьник может допустить ошибку в единичку, потому что он может не учесть начальный столб. Поэтому формальный ответ неправильный, но можно его там оценить, скажем, в 5 баллов из 7, потому что принципиально он понял, что надо делать, но ошибся немножко. По поводу решения несколькими способами. Значит, сразу хочу сказать, к сожалению, ну вот я много раз участвовал в проверке Олимпиады на муниципальном этапе и смотрел, как это делают многие члены жюри. К сожалению, вот есть такое желание поощрять школьника за дополнительные решения, за второй способ. Нет, если несколькими способами, все равно оценивается по правильному решению задачи. Вот если есть правильное решение, ну, то можно так и поставить те баллы, которых стоит это решение. Сразу хочу сказать, что на заключительном этапе ситуация другая. Если школьник предлагает разные варианты решения, то тогда оценивается самый худший из них. Это означает, что он не уверен в своем решении и пытается выгадать, как-то вот подобрать, перехитрить жюри. Поэтому ну, на начальных этапах можно выбирать все-таки максимальный балл из тех, которые получаются. Но ни в коем случае не дается поощрение за дополнительные решения. Равно как, к сожалению, это беда, методическая комиссия предлагает свой вариант решения, школьник решает по-другому, ему ставят 0 баллов, потому что у него решение не по книжечке. Вот такого быть не должно. Если решение правильное, значит, сейчас отвечу на этот вопрос. Значит, решение значит, не такое, как в книжке, значит, ставим 0. Нет, это может оказаться так, что как раз решение правильное. В рекомендациях, которые мы дали, действительно не написали про 4 балла, по той причине, что вот, к сожалению, вот опыт проведения олимпиад показывает, что оценка, она немножко получается плавающей у разных комиссий. Одни и те же, ну, условно говоря, половину решения считают, что там уже почти все сделано, вот, а другие считают, что нет, тут еще и только начало пути к решению задачи. Поэтому мы ну, не стали, в общем, есть 7 баллов за решение, 5-6, если какие-то там недочеты, ну и, соответственно, от нуля вверх движемся, если задача не решена, но продвижение есть. Поэтому, ну, в этом году не включили критерий на 4 балла. В принципе, жюри вправе, посмотрев на значит, на решение школьников, ввести такой критерий, но здесь я все-таки не советовал бы это делать, потому что сразу можно попасть на такую ситуацию, когда школьник, получивший 4 балла, а не 5, или наоборот, если кто-то получил 4 балла, а кому-то поставили 3 балла, но будут жалобы, что вот в необъективности, да, Илья Гаврилович, спасибо, вот, здравствуйте. Значит, будет в субъективности подхода членов жюри. Поэтому сейчас вообще нужно отметить, что уровень юридической грамотности родителей школьников, он резко вырос, к сожалению, потому что, так, сейчас отвечу на вопрос. И, к сожалению, это приводит к тому, что организаторы олимпиад вместо качественной организации олимпиад заняты бесконечными там, тяжбами, ответами на жалобы, идущие вплоть до Генпрокуратуры по поводу того, что чьих-то детей как-то там обидели. Поэтому чем меньше вы будете давать поводов для подобных жалоб, тем будет лучше жить, по крайней мере, тем коллегам, которые создают для вас условия работы на Олимпиаде. Значит, какие олимпиады пишет муниципальный этап применения дистанционных технологий, я не знаю. Этот список пока еще неизвестен.
Ну, я знаю только ситуацию про что творится в Московской области, ну, происходит, точнее так, не творится. Вот, и в порядок проведения Олимпиады изменений включаться не будут принципиальные. Ну, во-первых, нужно сказать, что мы находимся в условиях, необычных условиях только в этом году, и есть надежда, что только в этом году такое происходит, а в последующие годы у нас ситуация стабилизируется. И тогда, конечно же, все эти дистанционные формы незамедлительно отомрут, потому что, как показывает опыт, значит, ну, по крайней мере, педагогический опыт. Но дело в том, что вот если с точки зрения образовательно, дистанционно можно сообщать информацию школьнику, но дистанционно нельзя обучать школьника. Это уже признано всеми учеными, специалистами, потому что вот этот непосредственный контакт общения, его невозможно заменить общением через стенку экрана. По этой причине все вот проекты, почему так достаточно жестко и категорично на самых верхах нашей страны, вот руководство страны сообщило, что мы будем учиться очно заниматься, потому что не подтвердила свою недостаточную эффективность, так я сказал мягко, все дистанционные формы обучения. Вот еще раз повторяю, и сообщать информацию можно дистанционно. Вот. Перенос сроков проведения регионального этапа почти невозможен. Дело в том, что опять-таки требования есть и запросы по поводу того, чтобы олимпиады были разведены по срокам, то есть в один день не проходили олимпиады по разным предметам. Поэтому, значит, ну, по поводу ВПР, понимаете, ну, совпадение это, наверное, не очень хорошо. Вот, но за эту вещь я не могу отвечать, вот, по поводу проведения ВПР. Но тем более, что, видите, в этом году уже перенесли с весны ВПР, они носят такой проверочный характер. Все-таки это на самом деле уж, к сожалению, безобразие, когда в некоторых регионах заставляют школы, значит, готовить школьников к ВПР. Это абсолютно неправильно. ВПР это не есть часть образовательного процесса. Это срез результативности. Вот, значит, по поводу оценки в 5 баллов по максимуму на школьном этапе. Вообще есть рекомендации по проведению школьного этапа, и там стоит 7 баллов. Другое дело, что бывают случаи, когда выясняется, как в прошлом году выяснилось на совещании, что в одной из территорий Московской области вообще организатор Олимпиад не знал про то, что существуют соответствующие документы, и они проводили Олимпиаду вообще как хотели. Когда ситуация изменилась, сразу исправилась, сразу стали гораздо лучше выступать на Олимпиадах школьники, потому что их как-то так не объективно оценивали. Вот. Желательно не отступать от тех рекомендаций, которые предлагаются, потому что все-таки эти рекомендации пишутся для всей страны. И нужно понимать, что есть региональный этап, в котором все школьники решают, значит, единое задание, и задания проверяются по единым критериям. Поэтому нужно готовить их к этим единым критериям. Вот. Так, хорошо, давайте задавайте вопросы, потому что у нас времени осталось совсем немного для встречи нашей. Вот Так, ну давайте, если сейчас вопросов не будет, то я поблагодарю вас за встречу. Так, сколько заданий должно быть? Это вопрос, который решает соответствующая методическая комиссия. И, в общем, так, ну все, спасибо большое. Было приятно с вами встретиться. Желаем всем успеха, удачи. Всего хорошего. До свидания.